Ежегодно коллективы средних и высших учебных заведений с большим желанием принимают участие в соревнованиях. Этот апрель не стал исключением. Товарищеская встреча собрала сборные команды всех учебных заведений, 5 СУЗов и 1 вуза. Участников 17-й по счету спартакиады поприветствовали председатель городского спорткомитета Радик Габитов, директор многопрофильного колледжа Лундаш Баймуратов. В этом году соревнования проходят под эгидой 85-летия принятия норм ГТО. Все окликнули на все команды. Чем отличается город Сибаев? Это педагоги и преподаватели среднего профессионального образования, высшего профессионального образования. Они очень дружны. Вот сюда приходят, конечно, может быть и победить, но главное это пообщаться, подружить, отдохнуть. Это самое главное. Насколько сильная нагрузка на преподавателей к концу года, все устали. А теперь есть возможность пообщаться, здоровый образ жизни. Спартакиада продолжится до конца недели. В течение 5 дней преподаватели и сотрудники средних и высших учебных заведений проверят себя на быстроту и ловкость в таких видах спорта, как волейбол, стрельба, настольный теннис, шахматы и плавание. В этом году в программу соревнований внесены и нормы ГТО. ГТО они включают в себя, мужчины сдают подтягивание и гибкость, стрельба, плавание, а женщины гибкость, отжимания, стрельба, плавание. Нынешняя спартакиада станет одним из этапов подготовки к сдаче норм ГТО в 2017 году. Кстати, предстоящие испытания не страшат педагогов и сотрудников учебных заведений, ведь многие находят время и для занятий спортом. В этом году впервые проводим один из видов, это нормы ГТО сдаем по всем возрастным категориям, которые присутствуют среди преподавателей. И надеемся выиграть, победить, проучаствовать, узнать, на что мы способны, что мы можем. В соревнованиях ежегодно участвуем, преподаватели, сотрудники. Рады, ждем, когда же апрель месяц, можно, готовимся. За ходом соревнований будут следить судьи, в состав которых вошли преподаватели физвоспитания самих учебных заведений. Как отмечают участники спартакиады, для них главное не победа, а сама встреча с коллегами, которая каждый раз дарит хорошее настроение и заряд бодрости. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.